Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто идет в вашу жизнь? Кто уже у вас на пороге? Вот загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Давайте начнем с основания рисунка. В основании рисунка здесь кто-то выйдет на связь. Здесь состоится именно то ли телефонный разговор, то ли какая-то переписочка. Но мне вообще идет, что телефонный разговор, потому что я слышу голос. То есть вы будете говорить и слушать. Говорить и слушать. Человек, который... Вот как потеряшка где-то потерялся, долго не выходил на связь, долго ничего о себе не сообщал. Вы за этого человека очень переживали. Здесь, скорее всего, либо кто-то из ваших хороших знакомых, либо кто-то даже из родственников. Да? Вот как-то долго не было общения, долго не было связи. И вот человечек выйдет на контакт, причем по его либо ее инициативе контакт состоится. Здесь какую-то важную информацию получите. Информацию, которая вас шокирует, удивит, знаете, как встрепенет. Немножко как, знаете, такое ощущение, как вас током ударило, да? Шибанет током. Но это нормально. Здесь действительно какие-то горячие, сногсшибательные новости. Но эту информацию вы можете использовать себе во благо. Как человек вас хочет предупредить, дать совет, какую-то ссылочку вам дать. Очень важно и очень вовремя. Благодаря этому разговору, благодаря этой информации вы либо ошибок не наделаете, либо сможете себя даже вот из какой-то сложной ситуации вытащить. Но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Звоночек состоится, но просто вот не сегодня, а завтра. Так идет. Дальше, с правой стороны. Здесь человек вышел, который имеет как будто бы две пары рук. Очень работящий человек, очень способный человек. Обычно так показывают мастеров. Мастер по ремонту, чего бы то ни было. Человек ответственный, человек порядочный и по количеству рук, скорее всего, очень-очень умелый. Может быть, вы уже вызвали мастера по ремонту, чего бы то ни было. Может быть, в принципе, так столкнетесь с мастером, который вам прям очень нужен, и вы его пригласите к себе. По правой стороне идет, то есть это во благо встреча, во благо знакомства, во благо приход этого человека к вам в ваш дом. Очень достойный человек, молчаливый, но работу свою делает и делает все правильно. Девушки, женщины, кто без пары? Ну, то есть у вас нет пары, у вас нет любовного интереса, то есть вы свободны, как птица в полете. Обратите внимание, пожалуйста, на этого мужчину. Мужчина достойнейший. Он кроме работы ничего не видит. Ну, опять же, да, 4 руки, 2 пары рук. Представляете, какой рукастый. Умничка, и характер у него очень положительный. Обратите внимание, мужчина очень скромный, но при умелом подходе мужчину можно и разговорить, и разнакомиться. Почему нет, девчонки, почему нет? Девушка проявляет инициативу, это неплохо, это не какое-то там клеймо. Наоборот, в наше время это нормально, это естественно. Мужчинка просто классный, такой классный, спокойный, с хорошей работой, да, с правильными руками, вот прям умничка, обратите на него внимание. Это прям рекомендация, да, познакомиться, разнакомиться, видите? Вот он с 4 руками, мостик и троечка. То есть, да, познакомиться, разговориться, может быть, там что-то обсудить, угостить его чаем, кофеечком, как-то вот контакт наладить. Может быть, не для любви, может быть, в будущем, да, что-то произойдет, не дай бог. Вы раз, у вас человечек есть, позвонили, приходил, пришел, все поделал, любо-дорого. Хороший момент. Так, дальше, с левой стороны. А вот с левой стороны у вас какая-то гидра вышла.
Гидра — это существо с несколькими головами. Так. Но это женщина. Это женщина, и женщина такая лукавая, хитрая. Ее всегда много, она везде лезет, везде вот эти свои головы сует, как будто бы без нее ничего нигде сделаться не может. Женщина явно занимает более высокую социальную ступень, чем вы, но она все равно вас как-то побаивается, она вас остерегается, вы для нее опасны. Может быть, на вашем фоне она как-то слабенько выглядит, может быть, действительно вы ее во многом превосходите. Но вот так в жизни произошло несправедливо, да, что она по статусу выше, а вы чуть пониже находитесь. Вот эта гидра, она под каким-то лукавым предлогом будет пытаться втереться к вам в доверие, влезть в вашу личную жизнь, там, знаете, как подружиться с вами, какие-то ваши секретики выведать. Знаете, такое вот лукавое, хитрое создание, которое прям лезет, напрашивается. Гоните ее прочь. Гоните. Вот здесь нужно себя закрывать и защищать. Еще она склонна к какой-то гадости и пакости. У одних отыграется, что она погладить может, у других отыграется, что она может сплетничать про вас. То есть любое ваше слово, даже самое невинное, она может перекрутить и вывернуть таким образом, что это может вам навредить. Да, поэтому крайне аккуратно и лучше вообще избегать всех контактов с такой вот женщиной. Она вас выше ростом, и она такая более упитанная в теле женщина. И голос у нее такой, знаете, хрипловатый, вот режет ухо. Подальше, избегайте, любые предлоги придумывайте и не контактируйте. Нехорошая она женщина, и ничего хорошего она в вашу жизнь не принесет. Так, в следующем моменте с правой стороны у вас показали человека очень такого семейного, либо семейно ориентированного. Может быть, это ваш бывший, который в свое время там, так и не понял, что такое семья, видите, опрокинул кувшин с водой. Может быть, человек пил, выпивал, либо просто бухал, запойный был. Человек, который, может быть, был вашей семьей, какое-то время был семьей. Может быть, это парень, с кем вы жили какое-то время, может быть, действительно мужем был. Но явно что-то произошло между вами, как сосуд вашего семейного счастья был опрокинут. Да? Все вылилось, пролилось и вылилось. Кстати, возможно, у вас от этого человека есть дети. Почему показали его аистом? Потому что да, была какая-то семейная связь. Этот человек вернется в вашу жизнь, либо попытается вернуться в вашу жизнь для того, чтобы с вами наладить отношения. По крайней мере, удочку закидывать он будет. Он будет проверять, все ли вылилось из этого сосуда любви, либо еще что-то осталось. Девочки, в этот раз человек все переоценил, все продумал, сделал правильные выводы. Если вы испытываете какие-то чувства к вашему бывшему, правда, он поменялся, он отказался от всего того дурного, что разрушило ваши отношения. Теперь он хочет только лишь семьи, теперь он хочет только лишь вот счастья с вами. Не знаю, примите, не примите, здесь песок не показывает, но то, что этот человек вам будет это предлагать, либо, по крайней мере, намекать, что «Ах, помнишь, как нам было хорошо, да, ой, я сейчас такой одинокий, а может тебе там помощь нужна». Ну, это будет, девочки, это будет. Кому-то мужчина лично придет, а у кого-то переписка состоится, переписка с этим человеком. Ну, вот прям будет проверять, остались ли чувства, есть ли желание, могу ли я попробовать опять залететь в твой дом, да, залететь в твою жизнь. Думать, конечно, вам, выбирать, конечно, вам, но вот такая ситуация. Если вы с мужем очень крепко поругались, либо с парнем очень крепко поругались, и теперь вы вместе не проживаете, и какое-то время друг друга не видели, может, в паузе находились, то мужчина вернется, и причем он на семью ориентирован, он хочет семью с вами, он вам будет ее предлагать, он будет вам предлагать восстановить отношения, примириться. А если парень, да, то будет предлагать вам руку и сердце, так и скажет, что мы с тобой ругаемся, давай лучше мы с тобой поженимся, и тогда все наши проблемы уйдут.
Ну, хороший знак на самом деле. Решать, конечно, вам, выбирать вам, но знак сам по себе очень-очень хороший. Так, дальше, с левой стороны. Смотрите, здесь мужчина сидит на каком-то возвышении. И у мужчины в руках цветочек, который он, ну вот он его холит, лелеет, как бы растит этот цветочек. Он его растит для вас. Но этот мужчина, он прячет этот цветочек от вас до поры до времени. Я так понимаю, что это какой-то влюбленный в вас человек, который не раскрыл своих чувств перед вами. У этого мужчины позади много дорог. То есть, возможно, этот мужчина путешественник, возможно, он постоянно в командировках, либо работа у него на транспорте, и он постоянно куда-то ездит. Человек уже давно за вами наблюдает. Человек давно испытывает к вам определенное теплое чувство. Я не буду говорить про любовь, потому что вы все слишком разные. У кого-то отыграется влюблен, у кого-то просто желает с вами там разнакомиться, узнать вас получше, а у кого-то действительно любит. Да? Вы все слишком разные. Но то, что у вас есть тайный поклонник, это 100%. Человек, которому вы очень и очень интересны. Человек, который бы хотел узнать вас лучше. Человек, который хотел бы хоть как-то вписаться в просторы вашей жизни. Но еще не решился, либо побаивается сделать этот решающий шаг. Он просто пока наблюдает, он просто пока вами любуется. Знаете, как говорят, присматривается, да? Присматривается к вам. Он сидит на возвышении, это говорит о том, что у человека хорошее будущее. Либо уже у него карьера пошла, поперла, либо буквально там в ближайшем будущем это с ним будет. Смотрите, девочки, этот человек, он как будто бы готовится к какому-то дню. Вот есть какой-то день, день X, да, он себе назначил, что именно в этот день я к ней подойду, либо я с ней познакомлюсь, я ее куда-то приглашу. Либо я ей сделаю предложение. Может быть, вы уже знакомы с этим мужчиной. Может быть, вы там общаетесь, на свидание даже с ним ходите, но он вам еще ничего конкретно не предложил. Вот как готовится, понимаете? Вот этот цветочек в руках, он крутит, вертит, да, готовится. Он, может быть, не до конца был уверен, подходит ли он вам, там, свободны ли вы, интересен ли он вам. Да? Вот мужчина с головой дружит. Мужчина не делает каких-то опрометчивых, горячих шагов. Он все делает основательно. Это, конечно, плюс. Если этот мужчина вам тоже нравится, и вы вот сейчас сидите и нервничаете, да, почему мужчина, который мне нравится, и вроде я ему нравлюсь, а он никак не проявляется. Девочки, он настраивается, он готовится, он действительно настроен на серьезные отношения, а не так, что да, покуролесили и хватит. В принципе, хороший знак. И еще вот эти дороги. Может быть, дороги из-за того, что он постоянно в каких-то поездках, разъездах, еще это может мешать. Но тем не менее, он готовится к какому-то дню. Какой-то день будет. День, когда он сможет вам это все сказать. Либо он сможет подойти к вам, познакомиться, он сможет вам что-то предложить. Какой-то день есть. Да, он назначил себе в голове какой-то день. И это будет именно в этот день. На пороге у вас человек, как будто бы с двумя головами. То есть как две жизни ведет. Да? В одной жизни это человек прям деловая колбаса, очень важный человек, а в другой жизни это очень доброжелательный и благонадежный человек. С этим человеком вам предстоит что-то вместе делать, сотрудничать, работать, что-то организовывать, как-то сближаться вы будете с этим человеком. Здесь именно идет про сотрудничество, про дружбу и про какие-то возможности. Две головы. То есть вы будете всегда поражаться этому человеку, насколько этот человек может быть один, когда он работает, и другим, когда он отдыхает. Либо как начальник прямо рвет и мечет, очень строгий, очень педантичный. А когда в обычной жизни, ну просто как ребенок. Ребенок такой, типа побежали, пошли, короче, гулять. Вот с этим человеком у вас связана какая-то дополнительная прибыль, либо основная прибыль, либо рост прибыли, что прям хорошая, денежная связана. Либо вы уже с этим человеком контактируете, либо совсем скоро познакомитесь. Но в любом случае очень хороший знак. Так, еще, мои хорошие, я хочу на оракуле взять для вас какую-нибудь подсказочку, советик, либо предупреждение, да, что тоже важно.
Что скажет вам мои оракулы? Любовь. Дом. Да, ничего себе поворот. Такие хорошие карты вышли, а потом на тебе лисица вышла. Так, ну все понятно. Смотрите, вас ждет любовь, причем любовь в вашем доме, в вашей жизни. Любовь страстная, любовь взаимная, любовь счастливая. Дом ваш наполнится радостью, смехом, улыбками, подарками, весельем. Это будет. Но здесь вас предупреждают, что есть какая-то лисица, скорее всего, вот эта, да, гидра. Лисица, которая что-то вот тут замышляет, что-то от вас скрывает. И вам говорят: не будь ребенком, открой глаза, смотри на людей и, пожалуйста, не надо никого идеализировать. Да? Вот воспринимай людей такими, как они есть. Не бойся человека послать на 3 буквы. Не бойся, например, открыться человеку, если видишь, что человек хороший. Но остерегайся женщин. От мужчин беды я не вижу, а вот от женщин 100% может прилететь. Вот что-то скрыто. А вам нужно быть очень бдительной, да, чтобы не попасть вот в ловушку этой женщины. Хорошее будущее, но надо быть начеку. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.